Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 21 января 2022 года. Приветствую вас всех, друзья. Так, включу-ка я и время, и дату, чтобы все было. Так, что у нас? Ури, ва алейкум ассалам, гражданин Ичкерии, леди Астамбек Тутаев. Так, я сегодня без очков. Фрай Рокки, Вилпис, Неуловимый Джо, Елена Семенова, Мамадзе что-то пишет, Довиля. Всех приветствую, друзья, еще раз. Рад вам. Так, давайте Мамадзе отправим на временный бан. Временно исключить Мамадзе. Он, наверное, не настроил еще свою клавиатуру на английский язык. О, сколько написал. Так. У нас еще тут. Так, Чечня, сила, и тебя скоро, и тебя скоро, и тебя скоро. Угрозы, да, угрозы. Приехали бы прямо, сказали бы, что вы хотите, что вы угрожаете в комментариях. Так, Фриман, Машволь, добрый вечер всем соратникам, борцам с империей зла. Добрый вечер, Фриман, рад тебя видеть. Eagle for Blood. Украинцы готовы противостоять лучше ужасной конец, чем ужас без конца, победа или смерть. Владимир Рабинович, всем салам, витаю, шалом. Витаю, Владимир Рабинович, рад вам. У меня мощно тормозит, говорит, да? Тормозит? Но это может в начале, сейчас может пройдет последний или предпоследний стрим тоже было. Ты говорил, у тебя тормозит, хотя это может быть связано еще с твоим интернетом. Но у меня тоже тут подвисает, я смотрю. Так. Маш Довель Массу. Британия, Польша, Украина создали союз, говорит Владимир. Да, я знаю, я вам немножко сегодня расскажу об этом. У меня мощно тормозит. Так, это я читал. Асамбек Тутаев, салам Машалду, Масарга, шалом, витаю, привет всем свободным. Витаю, Асламбек. Салам Машал, Вигаду. Все будет Ичкери, он и комментарий. Маша, ой. Так, Новус Ордос Сиклорум. Тормозит, да? Иса Мада, ассаламу алейкум, ассалам Масу Бусал Вежива. Алейкум ассалам, Иса Машвой. Не сомневаюсь, что Украина выстоит. Плохо, что российская чернь уносит жизни лучших. Албания forever. Да, и это тоже очень такая большущая проблема. И мы, чеченцы, которые уже пережили все, что можно только пережить, там нас уже оккупировали, устроили геноцид на глазах всего мирового сообщества. Все мировое сообщество делало вид, что, ну ладно, чеченцев не люди, на них не распространяется международное право, не распространяются основные принципы гуманизма, человечности. Теперь дело дошло до Украины, и сейчас грозятся, мы вот ведем санкции там и так далее. Конечно, помощь идет Украине. Хотелось бы, чтобы ее было еще больше, но та даже, которая оказывается, она невероятно очень нужна, полезна и необходима, просто остро необходима. Но хотелось бы большего, как говорится, совершенству нет предела.
помощи Украине не должно быть предела. Украине должны помогать все просто. Как только может. Комментарий написать, денег послать, где-нибудь разоблачить ложь путинской России, ну и так далее. Ну и все сами знаете. Так, ассалам алейкум, братья и сестры, Мирка Гиммлер. Ва алейкум ассалам, Мирка, Нью Горизонт, ва алейкум ассалам, Нью Горизонт. Добрый вечер. Август, как думаете, опасность для Украины со стороны Беларуси присутствует? Я думаю, Август, да, присутствует. Добрый вечер, вас тоже приветствую. Притормаживает стрим, да? Притормаживает, да. Игорь for Blood. Джавелины, ракеты, Лав, Стингер, у Украины все есть. Если авиация НАТО еще поможет, будет еще круче. Обязательно поможет авиация НАТО, разведка НАТО будет в прямом эфире докладывать в Генеральный штаб Украины ситуацию, которая происходит на границе русско-украинской. Предоставили сегодня, буквально перед началом эфира читал, предоставили американские известнейшие стингеры. Короче, просто так Россия летать не будет. А если она летать свободно не будет над небом, в небе над Украиной, то, конечно же, никаких шансов у русских победить украинцев нет. Никаких. Поэтому, да, может быть, будут теракты, может быть, будет там биологическое, бактериологическое и все что угодно. Если удастся это сделать как-то анонимно, чтобы не засветиться, да, чтобы не поймались по личным. В противном случае Россию ждет крах. Да, ее ждет крах в любом случае. Сейчас вот как ситуация обстоит. Сейчас Путину, который так нагнетал, нужно просто отступить. И ему об этом американцы говорят. Отступи, говорят, давай дипломатия, договариваемся или эскалация. Да, усугубляем ситуацию. Я думаю, он, как я и говорил у себя тогда в одном из своих видео, что русские отползут. И Украина спокойно сможет занять свою территорию, Донецк, Луганск, зачистить, провести, как полагается, разные действия, которые необходимы для установления конституционного порядка на своей территории. Конечно, хотелось бы сразу, чтобы это дело додвинулось и в Крым. Ну, посмотрим, будем наблюдать, будем смотреть. Я думаю, я просто уверен, что ничего не сделает. Вот это нагнетание, вот это создавание вот этой движухи, оно окончится ничем. Я уверен в этом. Отползут быстро. И еще будут визжать, что вот там украинцы плохие, они фашисты и так далее. Ну, теракты, конечно, это их стезя. КГБ, ЧК, НКВД, это все террористическая организация. И они умеют, особенно чужими руками, совершать разные террористические акты. И будут их совершать, я думаю. Так, Мирко, рад тебя видеть, Аслан, взаимно, Мирка, рад тебя читать. Так, Джавелины, так, Украина уничтожит Россию и только Украина. New Horizons. Будем надеяться, New Horizons. Фриман антипутинизм. Россия это совершенно, точнее, я с тобой согласен. Россия это совершенно уникальная страна с уникальным преступным руководством и населением, безразличным к своему будущему и надеющимся попасть в рай после ядерной войны. Население, возможно, безразлично, но руководство, Фриман, не соглашусь, оно не безразлично и никакого ядерного этого не хотят. Путин сидит в бункере уже давным-давно, если вы помните,
в бункере Путин спрятался после того, как Майк Помпео на встрече в одном из университетов США со студентами сказал, что та тактика, которая была применена против Сулеймани, иранского генерала, когда, если вы помните, в Ираке его накрыли ракетами, уничтожив его колонну. После этого Путин спрятался в бункере. Поэтому он, вероятно, так и будет там находиться, будет трястись, бегать, грозиться. Я не понимаю только одного, наверное, люди в Америке, чиновники, госсекретарь Блинкен и другие уважаемые господа, наверное, разбираются и владеют больше информацией, чем мы с вами, но при всем при этом я не понимаю, зачем вообще с ними разговаривать. Если не готовится какая-нибудь там со стороны Украины, США, совместная какая-нибудь акция, скорее всего она готовится, я так думаю, но зачем с ними вообще разговаривать? Вот такое впечатление, вот они собрали войска, там давайте говорить, давайте деэскалацию, и как будто уговаривают. Я не понимаю, зачем это делается. К чертовой бабушке посылать и все, и даже не разговаривать. Давайте я вам прочитаю, мне тут пресс-релиз предоставили отдела новостей от 12 января 2002 года «Закон о защите суверенитета Украины». Перевод с английского, перевод я вам потом скажу, сперва спрошу, можно назвать имя переводчика, потом скажу, я не спрашивал. Поэтому Боб Менендес, демократ, штат Нью-Джерси, отдел новостей, пресс-релизы. Итак, закон о защите суверенитета Украины, обязательные и дополнительные санкции в случае возобновления вторжения, в случае утвердительного решения президентом о том, что Россия совершила новое вторжение или эскалацию военных действий, закон о защите суверенитета Украины запускает серию обязательных санкций в отношении политического и военного руководства России, финансовых учреждений, добывающей промышленности и Северного потока-2, которые описаны ниже. Президентское определение повторного вторжения или эскалации военных действий требует президентского заключения о том, участвует ли российское правительство в значительной эскалации военных действий против Украины или сознательно поддерживает ее и является ли целью или результатом эскалации, свержения или ликвидации правительства Украины, оккупации территории Украины или вмешательства в ее территориальную целостность. Обязательные санкции в отношении должностных лиц. Внимание! Требует введения санкций в отношении списка должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника генерального штаба вооруженных сил, командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушные, десантных и военно-морских сил. Надеюсь, ФСБ уже включили в этот список, потому что тут ФСБ не указано. Обязательные санкции против финансовых институтов требуют от президента ввести санкции против 3 или более финансовых учреждений из следующих: Сбербанк, ВТБ, Газпром, ВЭБ-РФ. А почему только 3 и более? 3 и более. Прямых инвестиций. Так, Российский фонд прямых инвестиций, Кредитный банк Москвы, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК-банк, Открытие, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк. СВИФТ. Санкции в отношении поставщиков специализированных услуг по передаче финансовых сообщений, например, SWIFT, а также требования отчитываться о мерах по прекращению предоставления услуг российским финансовым учреждениям, попавшим под санкции. Суверенный долг. Запрет на операции с первичным и вторичным российским суверенным долгом. Дополнительные санкции требуют от президента определить и ввести санкции против секторов и отраслей, которые, по мнению президента, должны быть подвергнуты санкциям в интересах национальной безопасности США, включая добычу
и производства нефти и газа, добычу, производство и добычу угля, добычу и переработку минералов. Северный поток-2. Об этом, кстати, говорил недавно Владимир Зеленский. Конгресс считает, что Северный поток-2 является инструментом злоупотребления влияния Российской Федерации и что Соединенные Штаты должны рассмотреть все доступные и надлежащие меры для предотвращения ввода в эксплуатацию трубопровода Северный поток-2 и поручает администрации пересмотреть свой предыдущий отказ от санкций в отношении Северного потока-2 в свете наращивания Кремлем военного потенциала и агрессии в отношении Украины. Отмена их и исключение предоставляет президенту право сделать исключение в отношении национальной безопасности и предусматривает стандартные разрешения для санкционированной разведывательной деятельности, соблюдения международных обязательств и правоохранительной деятельности. Ускоренная помощь Украине в сфере безопасности, укрепления обороны Украины. Поручает государству и Министерству обороны разработать стратегию по укреплению обороноспособности Украины и усилению оказания помощи Украине в сфере безопасности, включая удовлетворение наиболее актуальных потребностей Украины и координацию с союзниками в предоставлении немедленной помощи Украине. Ускорение доставки оборонной продукции, ну и так далее. Далее я вам хотел бы зачитать... Сейчас я найду вот эту статью. В Сенате Соединенных Штатов, немножко внимания, это очень важно, и пускай это будет в видеоформате. В Сенате Соединенных Штатов 12 января 2022 года раздел 207 «Обнародование активов Путина и его ближайшего окружения». Почему это не делалось до сих пор, остается загадкой. Так. 117-й Конгресс, вторая сессия, 12 января 2022 года, перевод с английского, 20 января сделал. Для противодействия агрессии Российской Федерации против Украины и восточноевропейских союзников ускорить предоставление Украине помощи в области безопасности для укрепления обороноспособности Украины и ввести санкции, связанные в отношении действий Российской Федерации в отношении Украины и для других целей. В Сенате Соединенных Штатов законопроект о противодействии агрессии Российской Федерации против Украины и восточноевропейских союзников, об ускорении предоставления Украине помощи в области безопасности для укрепления обороноспособности Украины и о введении санкций в отношении действий Российской Федерации в отношении Украины, а также о других целях. Будет принято Сенатом и Палатой представителей Соединенных Штатов Америки в собранном Конгрессе. Раздел 207. Обнародование активов Владимира Путина и его ближайшего окружения. Общее положение. Пункт А. Не позднее, чем через 180 дней после даты принятия настоящего закона, министр финансов в координации с директором национальной разведки и государственным секретарем должен предоставить комитетам, указанным в подразделе, подробный отчет о личной чистой стоимости активов президента Российской Федерации Владимира Путина и его ближайшего окружения. Основные положения. Отчет, требуемый подразделом, должен включать идентификацию значимых, высокопоставленных иностранных политических деятелей и олигархов Российской Федерации, определяемую их близость к Владимиру Путину. Оценку активов известных источников дохода лиц, указанных в пункте 1 Владимира Путина и членов семей таких лиц и Владимира Путина, включая супругов, детей, родителей, братьев и сестер, включая активы, инвестиции, банковские счета, деловые интересы, находящиеся в Российской Федерации и за ее пределами, и соответствующую информацию о бенефициарном владении. То есть кому это принадлежит, даже если это не на нем, не оформлено конкретно на необходимое ближайшее, на Путина или ближайшее его окружение. Оценка совокупного годового дохода о личных расходах Владимира Путина и членов его семьи за календарный год с 2017 года по 2021 год.
Все достоверные сведения о финансовой практике и открытости или ее отсутствии Владимира Путина и лиц указано в пункте 1. Общее положение. Отчет, требуемый подразделом, должен быть предоставлен в несекретной форме, то есть публично, да? Но может включать и секретное приложение. Публичная доступность, несекретная часть отчета, требуемого подразделом, должна быть размещена на общедоступном сайте в интернете. Комитеты, указанные в данном подразделе, соответствующие комитеты Конгресса, специальный комитет по разведке, комитет по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам Сената, постоянный специальный комитет по разведке и комитет по финансовым услугам Палаты представителей. Вот из прочитанного я могу сказать, что я очень доволен тем, что сейчас происходит в Америке. Закон для Америки это не пустой звук, как мы все знаем, да и тут на Западе тоже. И если на таком уровне, на законодательном уровне принимаются такие важные, судьбоносные законы, то это и будет иметь долгосрочную перспективу, очень печальные последствия для Путина и его клики, и его банды. Поэтому я целиком и полностью поддерживаю то, что делают Соединенные Штаты. Очень рад этому. Единственное, что могу сказать, что это нужно было делать еще 25 лет назад. 25 лет назад можно было загнать под шконку, как говорится, гибню в этом их гибнюшнике, и мир был бы другим. Но, как говорится, история не имеет сослагательного наклонения. Поэтому, что случилось, то уже случилось. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Поздравляю Украину, поздравляю ее с такой мощной поддержкой. Белой завистью завидую. Просто сам полностью поддерживаю все, что происходит, позитивное, независимое, в пользу, все, что происходит в пользу Украины. И у меня возникают в связи с этим, как обычно, свои претензии. Наши партизаны, наши солдаты, которые сражались, да, начиная от президентов до кончая рядовых наших солдат, очень надеялись на то, что тут на Западе нас было большое количество людей, будут помогать, будут какую-то работу вести и так далее, и так далее. Но на протяжении всего этого времени нами очень мало велось работы. Сейчас, когда я уже глубоко, скажем так, погрузился в тему, я вижу, конечно, были проделаны работы, определенная работа была проделана уважаемыми мной людьми, которые меня не знают некоторые, но при всем при этом была такая работа. После этого что-то произошло с чеченцами, и все замерли. Да, это было объявление Доккой Умаровым, президентом нашим Эмирата Кавказ, и как бы на этом как бы все дело так замерзло. И здесь появились люди, которые искали себе оправдание тем, что Докка вот сказал, вот это Эмират и так далее. Но когда была Ичкерия, эти люди не помогали, не вели активной работы. У нас здесь огромное количество. Сейчас я это вижу. Сейчас я вижу, не говоря уже о том, что когда тогда была просто острая необходимость помощи нашим солдатам, нашим ополченцам, нашей армии, нашим защитникам. Сейчас я никакой работы, никакой деятельности не вижу. Но в связи с этим появляются другие товарищи, которые заполняют тот вакуум, образовавшийся после того, как наши политики, наши разные интеллектуалы, которые должны вести эту работу, не ведут. Странным образом. Но именуют себя как-то громко и ничего не делают. И когда ты начинаешь им об этом говорить, то ты становишься их врагом. Но, к сожалению, ничего нельзя поделать. Придется говорить
и раскрывать. И почему я это все говорю? Я это говорю потому, что сейчас как работают украинские дипломаты. Да, Украина признанное государство, в том числе Америкой, да, Украина подписала, с Украиной был подписан Будапештский меморандум, где Украина передала свой ядерный арсенал в обмен на оказание защиты и помощи в случае агрессии. Но это был всего лишь меморандум, хотя, несмотря на это, дошло до американцев, на Западе дошло, до многих дошло, и это самое главное. Решение в Берлине по террористу Вадиму Красикову, пожизненное лишение свободы. Ну и много-много таких моментов, которые уже свидетельствуют, что на законодательном уровне Запад понял, что такое Россия, и будут вести соответствующую против них работу. И это очень радует. Вектор повернулся. Я это понимал еще когда выезжал из России в 2005, надеялся, по крайней мере, очень сильно на это. Потому что я понимал, знаете, еще лет 10 назад, до того, как я выехал, это, наверное, лет 15 назад, когда это получается, 7-й год, да, 8-й год, 10-й год, в силовых вузах, милицейских там разных училищах, институтах, там, как они у них там называются, первая пара, первый урок начинался с такой, нельзя сказать, была пятиминутка, там, 45-минутка ненависти к США и Западу, в первую очередь США. И я тогда задумывался, я видел, как Запад, как Америка предала нас, предала свои принципы в обмен на деньги, в обмен на нефть, на газ, на Косово, в конце концов, да. Некоторые нам говорят, нас предали, потому что мы мусульмане там и так далее, не хотят там. В какой-то степени я тоже так думал. Но когда помогли Косову в обмен на нас, а это без сомнения так и было, Косово обменяли Югославия, Россия за то, что не вмешивается, ей можно было творить то, что она творит в Чечне. Хотя, конечно же, всячески нам Запад помогал, правозащитные организации помогали, журналисты помогали, и было бы неправдой, если бы или было бы неблагодарностью, если бы я как-то не упомянул их помощь, да, и гуманитарная помощь была, в Чечне был голод в военное время и предвоенное время, тяжелейшее время было, но в военное время был, уже фактически голод наступил, кормили людей гуманитарные, датские гуманитарные организации, Красный Крест, Красный Полумесяц, много было, кто нам помогал, огромное спасибо, огромная благодарность. Но при всем при этом, то, что сейчас делается с Украиной, та помощь, которая оказывается, если бы ее хотя бы 10% оказали бы в Чечне, сейчас выделили Украине 600 миллионов, выделили стингеры, выделили джавелины, байрактары, весь мир помогает Украине. Просто невероятно. Я просто горжусь всем миром, что они сейчас помогают, но когда поняли, что это уже все дошло до них. А я это понял еще лет 15 назад, что я не мог, у меня в голове не укладывалось. Мне все рассказывали, разные наши пропагандисты, чеченские в том числе, рассказывали, что Америка и русские вместе заодно, они там, Путин работает на Запад, делает то, что ему скажут и так далее. Хотя отчасти это и было правдой, но не полной. И когда в российских вузах преподавали, а я это уже услышал, узнавал от знакомых там и так далее, я задумывался, как так? Разве Америка не понимает, что позвав свинью за стол, эта свинья положит ноги на стол? Неужели этого не понимают? Ладно, нас не жалко им. Но себя-то они должны жалеть. Никак не укладывается у меня в голове. Как так? К чему пришли, к тому пришли. И эта ошибка, наверное,
наблюдателей, специальных служб, которые должны были за 10-15 лет просчитывать эти ситуации. 10 лет назад я знал, что уже идет открытая война против, ну не открытая, скажем так, а идет война, скрытая, гибридная, разная всякая. Уже не сомневался я в этом, что вот она идет. И очень надеялся, что Запад поймет, Америка в первую очередь поймет, потому что Америка это лидер западного мира, свободного мира. Америка должна вернуться, я уже вижу, надеюсь, по крайней мере, что возвращается к своим принципам. И без совместных усилий, сегодня я читал, сейчас я вам зачитаю, уважаемого американского сенатора, лидера республиканцев в Сенате, я у себя на канале в сообществе постил этого уже уважаемого господина Митча МакКоннелла, который выступил в Сенате и сказал следующее на «Голос Америки». Митчелл МакКоннелл резко раскритиковал заявления, сделанные президентом Джо Байденом по поводу ситуации вокруг Украины. Администрация Джо Байдена должна сделать все возможное для того, чтобы объединить всех союзников и партнеров Соединенных Штатов для защиты Украины от российской агрессии. С таким заявлением в четверг выступил Митчелл МакКоннелл, глава республиканского меньшинства в Сенате. Выступая сегодня перед Сенатом, МакКоннелл обрушился с критикой на президента Джо Байдена из-за заявлений по поводу российско-украинского конфликта, сделанных главой государства во время вчерашней пресс-конференции, напомнив о нескольких крупных провалах, допущенных администрацией Байдена во внешней политике, включая катастрофический и фатальный вывод войск из Афганистана и зеленый свет, который, по словам МакКоннелла, был дан Владимиру Путину на открытие Северного потока-2. Глава республиканцев в Сенате подчеркнул, что в данный момент, пока мы тут с вами говорим, Путин сосредоточил более 100 тысяч российских военнослужащих вдоль границ с Украиной. Если эти силы перейдут на территорию Украины, это будет означать серьезную эскалацию продолжающейся оккупации, подчеркнул МакКоннелл. Лидер республиканцев в Сенате раскритиковал вчерашнее заявление Джо Байдена по поводу Украины, сделанное президентом во время пресс-конференции. По словам МакКоннелла, Байден заявил о своем безволии и слабости именно в тот момент, когда наши союзники меньше всего могут себе это позволить. Похоже, наш президент заявил: я молюсь, что это было сделано им преднамеренно, что он ожидает от Путина эскалации Украины, и в любом случае Путин может делать все, что хочет. Почему наш президент рассуждает как пассивный сторонний наблюдатель? Он не эксперт, он не психоаналитик Путина. Он президент Соединенных Штатов, подчеркнул МакКоннелл. Он также раскритиковал слова Байдена о том, что реакция со стороны США и союзников на возможную агрессию будут зависеть от масштабов российского вторжения в Украину. Президент должен был, по словам МакКоннелла, предупредить Кремль о неприкосновенности украинского суверенитета и о том, что цена эскалации будет разрушительной, а также заверить партнеров в Киеве и союзников на восточном фланге НАТО в несомненной поддержке со стороны США. Несмотря на то, что сразу после пресс-конференции Белый дом выступил с заявлением, уточнив слова президента, значительный ущерб уже был нанесен, сказал лидер республиканцев, добавив, что еще не поздно исправить положение. Президент Байден должен поправить свои высказывания, ему нужно четко заявить о решимости Америки и четко продемонстрировать американское лидерство. Он должен сплотить союзников и партнеров по всему миру, чтобы защитить Украину и международную систему правопорядка, которой угрожает Путин, сказал МакКоннелл, напомнив о необходимости увеличения поставок оборонительного вооружения в Украину, назначения посла США в Киеве и отправки американских военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО. Какой бы курс ни выбрал
не выбрали другие страны, мы не можем позволить Москве недооценивать нашу решимость применять серьезные сокрушительные меры в ответ на любого рода вторжение в Украину. Наши друзья и репутация Америки не заслуживают чего-то меньшего, заявил МакКоннелл. Господи, благослови Америку, я могу сказать, и господина Митча МакКоннелла. Спасибо, Митч МакКоннелл. Так что вот такие вот дела, видите, как обстоят дела. Нету вообще кого-либо, кто хочет разговаривать с Россией, кто хочет с ними какой-то диалог. Вошли в клинч вошли в такой, который уже выйти может только один победителем. И я еще раз скажу, я не сомневаюсь, что Путин, Патрушев и вся остальная вот эта кодла бросится на колени и будет умолять, целовать им ботинки военные, американские, для того, чтобы их пощадили, когда они поймут, что дела у них уже реально плохие. Но до этого времени они будут, конечно, хорохориться, пыжиться, тужиться и так далее. И очень надеюсь, что когда упадут на колени и будут просить о пощаде, пощады не будет. Так как только что сказал МакКоннелл, США должны объединить весь мир в поддержку Украины. То есть, если весь мир объединится, а он уже объединился практически, если этот весь мир объединится, то вот в этот самый момент американцы уже не могут принимать односторонние или там единоличные решения. Они это должны согласовывать с остальным миром. В первую очередь, конечно, с Украиной. Но и с другими союзниками, которые есть. И в том числе с уважаемой Великобританией и с другими странами. Поэтому дела очень хороши у нас. Хоть мы стоим на грани катастрофы, на грани грандиозного шухера. Но этот шухер намечается в России. Путин будет менять бункер из бункера, как видели, тушканчик из одной дырки в другую там нырять, прятаться, перебежками малыми сейчас бегать. Но при всем при этом уже возраст не тот, да, бегать всю жизнь не побегаешь. И само окружение Путина, уверен, да, много раз уже, можно сказать, давайте, раз уже начал, я вам зачитаю очень интересную одну выдержку, которую я специально для вас оставил. Так. Сейчас, друзья. Ой, это надо искать сейчас. Давайте я ее сейчас не буду искать, я вам ее выложу. Давайте перейдем сейчас в ваши комментарии, я потом выложу у себя в сообществе. Я ее оформлю как нужно и выложу. Поэтому речь была о том, что власть в России не менялась ни в Советском Союзе, не менялась мирным путем. Каждый раз происходили убийства. Об этом пишет уважаемый профессор Абдурахманов Тарханов. Ну, давайте, друзья, я перемотаю ваши комментарии и почитаю их. Фрейроки, Машал Хиль, Фрейроки, Машал Уэль. Так. Адуда Улитук, Машуоль. Я тебе скажу, что тогда произошло с помощью русских спецслужб, произошел ваххабистический коллапс. Батиля. Да, это было... Знаете, у нас тогда убили всех людей, которые в правильном направлении мыслили, и
и начали вбросы разные вести. И я помню, Джохар говорил, что он не знает, что делать с людьми, которые прошли войну, там, после войны, имеется в виду. Я даже не знаю, говорит, что я буду делать с этими людьми после того, как война закончится. Люди держали оружие в руках и так далее. Джохар не дожил до этого дня, но его опасения были не напрасными. Люди, которые не имели представления о строительстве государства, или очень мало которые имели, очень смутно имели, люди, некоторые из которых были подвержены инфильтрации в российские спецслужбы или российские спецслужбы в разные наши средства массовой информации. Самое главное, ни одна военная составляющая, ни что-либо не имеет значения, если нет информационного сопровождения всего этого, объяснения, что происходит там, если угодно, пропагандой. Если ее нет, то победы нет. И русские сами подняли Мавлади Удугова, которые говорили, он единственный, кто выиграл войну, информационную войну против России и так далее, что мне казалось тогда, да, прикинь, они признают туда-сюда нашего этого. Потом оказалось, что это не так, ни один Мавлади Удугов выиграл. И те комплименты, которые делались Мавлади Удугову, видимо, делались не просто так. То же самое было и с избранием президента Масхадова, который тоже не понимал, в каком направлении двигаться, куда мы идем, что мы строим. Да? И в этом плане русские заявили, что хотели бы увидеть президента Аслана Масхадова. Я бы на месте Аслана Масхадова снял бы свою кандидатуру вообще с поста президента после этих слов. Просто если что-то русским надо. Потом Аслан Масхадов, пытаясь договориться, можно его понять, в каком положении находился, заморозил вот эти расследования военных преступлений. Почему 3 года мы не доставали тела, трупы, не показывали всему миру, не снимали это? Это невероятно, как мы могли так поступить. Это просто необъяснимо. Мы должны были устроить траур. Мы должны были показать всему миру, что сотворила Россия. Этого не было. Я, правда, в то время не находился вот в это свободное время. Я уезжал только в Чеченскую республику Ичкерия. Всех деталей, всех вещей я могу не знать, конечно. Но при всем при этом такого большого процесса над русскими террористами и военными преступниками я не слышал и не увидел. Была драчка за власть, была коррупция страшнейшая, начиная от железнодорожников, сопровождающих поезда, правоохранителей разных, заканчивая там министрами и, может быть, и повыше. Поэтому такие вещи, конечно же, народ видит, народ обращает внимание, и во Вторую войну мы получили то, что получили. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Салам всем свободным людям. Салам, Асан. Салам, Эд. Рад тебя наблюдать. Вот если водку будут продавать по QR-коду с лимитом не более 1 бутылки в месяц, русский народ возьмет в руки булыжник. Да. Фриман антипатизм. Меня больше напрягает даже не окурок, а сам народ, этот коллективный окурок, превратившийся за 20 лет не без помощи его бессовестное, аморальное и агрессивное стадо со стадными инстинктами. Ну, Фриман,
не за 20 лет. Знаете, была вот эта селекция отрицательная, которая вывела, не оставила. В том числе, я могу сказать, это наложило отрицательный отпечаток и на чеченский народ. Но русские, как говорит Андрей Курочкин, пофигисты. Пофигисты не потому, что им все равно, да, в смысле, что они не беспокоятся о будущем своем, своих детей, там, своей страны, любят свою страну, свой город, свой регион. Они пофигисты, потому что это единственный способ выжить в этих условиях. Если вы выходите в России против чего-то, у вас должна быть мощная поддержка на Западе, как, например, Навального. Вот в наглую нам этого Навального вталкивают, в наглую. Его уже сейчас и награждают, и поощряют, и все делается. И вот сейчас Навальный должен выйти, и вот сейчас Путин его оставит и так далее. Других никого Путин не оставляет, а вот Навального он оставляет. Ну не сказки, а. Анну Политковскую убивают, да? Немцова Бориса убивают, а Навального не могут почему-то убить в тюрьме. Ах, подумают, что это начальник тюрьмы сделал или какой-нибудь из надзирателей. Ах, все, значит, нету таких начальников тюрем, которые готовы инсценировать. Тысячи чеченцев убито в российских тюрьмах. Навальный, что, вот сейчас Волков и Жданов, там представители, про них я, правда, ничего плохого не могу сказать. И у меня нет фактов, что они ходили на русские марши и призывали там, не кормить Кавказ, как они это выражался, фашист Навальный. Но их сделали там, Россия признала их экстремистами, террористами и так далее, и так далее. Вначале была информация, что Навального признали экстремистом и террористом. Я по этому поводу написал комментарий, но потом в статье было немножко изменено, что речь идет о Волкове и о Жданове, двоих помощниках Навального. К этим людям у меня нет вообще никаких претензий, вроде нормально, да вообще и к самому ФБК у меня нет никаких претензий, кроме к личности самого Навального, который ходил на русские марши и является фашистом по факту. И никогда он не исправлялся в своем фашизме. Он никогда не сожалел об этом. Он в самое трудное время, когда наши чеченские партизаны вели войну, сравнивал их с тараканами, с крысами. Я помню таких товарищей еще по Питеру, вот этих, которые кавказцев, всех чеченцев, кавказцев в целом, сравнивали с тараканами, с гусеницами, там, с разными там, насекомыми. И Навальный вот из этой оперы. И что будет, когда станет Навальный там, президентом, я приблизительно знаю, что будет. Да? Это такой же, как Путин будет. И все. Вот к чему это я сейчас начал рассказывать. По поводу стада. Ну, опять ушел, короче. Задумался, заговорился и ушел. Ладно, давайте оставим эту мысль, перейдем к другому. Маждад, ва алейкум ассалам, Маждад, машуа. Аслан, сейчас пытаются информационно топить Юрий Табаха. Я думаю, его надо поддержать. Его топят за правду и за честность, в том числе, что он говорит про Ичкерию. Это я, конечно же, поддержу всегда Гарри Табаха. И я знаю из-за чего, ну, конечно, это в том числе за правду, которую он говорит, он уже в печенках сидит у Путина и вот этой банды. У него, вот я видел его стрим, я не все успеваю посмотреть стримы Гарри Табаха. И в одном из стримов там есть такое радио «Вера», да, в Америке, еврейское радио, где они там где-то припирались, был приглашен какой-то там россиянин, по-моему, тоже еврей, который очень плохо сказал, что Таба занимается или пособник геноцида русского народа в Украине или
русских в Украине. Вот что-то такое было. Это, конечно же, возмутило Гарри Табаха. Он очень резко высказывался, но в рамках приличия. Гарри Табах повышал, конечно, немножко голос, но при всем при этом не уходил за рамки, разговаривал предельно корректно, в отличие от российского военного, который вы, наверное, там говорил бы еще как-нибудь неприглядно. Но Гарри Табах говорил очень все правильные вещи, и, конечно же, его возмутило. Потому что Гарри реально вообще нет никакого геноцида русских. И какой-то ублюдок сказал, что Гарри является там соучастником или пособником геноцида русских. Конечно, это наглая ложь была, которую он опроверг. Потом с ним встрял в разговор там руководителя этого радио. По-моему, руководитель это был, не помню, Дмитрий или Михаил его зовут. Где Гарри очень четко поставил его на место. Ну и, видимо, это очень сильно задело его, и они запретили ему там появляться на радио. Некоторые чеченцы говорят, что евреи это все заодно, все они такие, все сякие, а при этом одни из самых таких сплоченных народов, сами чеченцы, тоже разделены на несколько групп, и я бы даже сказал, очень на непримиримых позициях разделены. Такая же ситуация, конечно, есть во всех народах, и это не обошло и евреев, потому что есть подрусские евреи, есть фашисты самые настоящие в лице там Соловьева там, и разных других мерзавцев, которые работают на фашистский режим в России. Есть порядочные, есть нормальные, как и везде, как и у всех. И, как говорит Гарри, главное быть на правильной стороне истории. Вот я считаю Гарри Табах на правильной стороне истории. И именно поэтому мы на одной стороне. Я думаю, все будет нормально. Так. А так, конечно, мы поддерживаем. Поддерживаем. О чем разговор вообще, Гарри? Гарри наш парень. Так, ассаламу алейкум, Машал Думасарга. Ва алейкум ассалам, США, Америка. Дейли салам, Машал Хуль. Резко, но метко, говорит. Игорь for Blood. Да? Как найти героя? Спасибо, братья. Так. Дэвид Фреш. Так. Американцы в открытую смеются над Россией. Россия, которая еще говорит, что поставит на Кубе ракеты. Ну, я не думаю, что сейчас кубинцы захотят к себе эти ракеты. Закончились те времена. Марс наш, мы иллюминаты из Марса. Марс наш, Владимир Владимирович. Чеченцы нужно быть вместе. Жаль, что деньги и власть испортили некоторые. Вы, наверное, понимаете, о ком я. Даже не догадываемся. Так. Адуда всегда совершенно верно. Даже немногих, кто становились опорой Масхаду, методично вычленяли, называя вероотступниками и прочими ярлыками. Да, абсолютно так, Адуда Улитук. Да, Хазин, Медведь, это был Хазин, точно, спасибо. Это был Хазин, который просто нагло на Гарри сказал, что он геноцидом. Нифига ж себе такая, заявка такая. Это, кажется, мелочь, да? Ну, сказал какой-то там человек. А Гарри, человек публичный, завтра это будет иметь далеко идущие последствия. Гарри просто заклеймят как какого-нибудь геноцидника. Геноцид это самое тяжкое преступление, самое позорное преступление, которое может быть. Его совершает настоящая история Китай и Россия. Все, больше никто его не совершает. И Хазину надо было про своего Путина говорить, а не про Гарри Табаха. И этот момент, хочу напомнить все, почему Чечня не участвовала в приватизации и народ Чечни не получил ваучеры. Почему, Баркова? Да, спасибо за вопрос.
Чеченская республика на тот момент, которая вышла из Советского Союза, не участвовала в приватизации советской собственности, российской собственности, так как была независимым суверенным государством. И это является одним из доказательств того, что чеченцы не претендовали ни на что в России. Ни на что. Мы вышли из Советского Союза, объявили о своем суверенитете, избрали себе президента, парламент при наблюдении 27 государств западных стран, и не только западных стран. Это были первые выборы. После уже на выборах второго президента Аслана Масхадова участвовало там более 50 стран наблюдателей. Мы не принимали ни в какой политической жизни никакого участия с 91 года. И тогда, когда проводился референдум или там выборы президента Российской Федерации, Чечено-Ингушскую республику, тогда еще Чечено-Ингушская республика, которая потеряла советскую социалистическую составляющую в своем названии, была прислана телеграмма, чтобы подготовить Чечню для участия в выборах президента. На что Доказалаев, тогдашний руководитель Чеченской республики, сказал, что мы не являемся частью России, это не наше дело. Завгаев, не Дудаев. Дудаев тоже вчерашний советский генерал, очень хорошие отношения со многими военными, с генералитетом, с министром обороны. Даже когда избрали президента, когда была, по-моему, это был День независимости, ну неважно, какая-то дата была, он звонит своего кабинета министру обороны России, Шапошников, по-моему, это был, и разговариваю с ним как с другом, да, здесь салют, все нормально, не волнуйтесь, и так далее, и так далее. Нормальные военные среди русских были, есть, я надеюсь на это. И единственный фактор, который сдерживал, как правильно Дудаев говорил, это были военные, которые сдерживали КГБ. Сейчас, конечно же, дела намного хуже у военных, чем они были, но посмотрим. Короче говоря, вот поэтому мы не участвовали в никакой приватизации, и нам ничего не перепало от этого. Ничего, кроме бомб, которые русские нам прислали. Так. Сергей Бабунич, приветствую всех подписчиков. Привет, Сергей, я вас тоже приветствую. Кедми страшный лживый лизоблюд. Да, Кедми еще тот чувак. Так, Вилпис энд Культ. Так. Это не мне, да? Алейкум салам, Вилпис, Машуэла. Так и страны Балтии вышли без всяких участий во всем, как и Ичкерия Довеля. Да, я знаю Довеля. Именно так. Именно так. Машал леди Йоэль Маш. Афганские, иракские народы пусть у себя разбираются. От их согласия ни тепло, ни холодно. Да. Почти все предсказания Дудаева сбылись. Хотелось бы скорее увидеть все его предсказания об Украине, а то, что они сбудутся, сомнений уже нет. Да, Алмула, США, не Америка. Да, Алмула, в этом мы не сомневаемся. Будем надеяться, что все будет хорошо, да.
Так, что за кипиш? Не знаю, что за кипиш. Ассаламу алейкум, всем доброй ночи, Медина Турету. Ва алейкум ассалам, Медина Марсиой. Асна, хоть пару слов о Сашко Билом. Дэвид Фреш. Пару слов, что сказать о Сашке Белом. Сашка Белый был очень умным человеком, я могу сказать. Был патриотом и очень дальновидным человеком. Когда они приехали в Ичкерию защищать чеченцев, я думал, я как бы верил, что наше дело правое, что нам должны все в мире помогать, потому что мы на правильной стороне истории и так далее. Но сейчас, когда я уже вот все это анализирую, я понимаю, какой умный человек он и вот его соратники, которые вместе приехали, или та группа людей в самой Украине, которая разделяла их взгляды, собрала их, отправила, там, помогала им, поддерживала их, когда они там у нас погибли же некоторые украинцы, в честь них были названы улицы, некоторые в Грозном, в Джахаре. Что сказать, Сашку Белого просто взяли и убили. И никто за это еще не ответил в Украине. Очень жаль, очень жаль. Надеюсь, ответят. Так. Если Чирии во время Первой и Второй войны весь цивилизованный мир помогал и оружием в том числе, то теперь, по-твоему, Чирия была бы оккупирована, Сергей Вавунич? Нет, конечно, Сергей. Даже если после Первой войны нам Запад помог, некоторые могут со мной не согласиться из чеченцев, хотя это очевидно, нам Запад помог именно остановить войну, сесть за стол, они были посредниками, они договаривались, выступали, помогали гуманитарно и так далее. Нам не хватило после Первой войны, нам не хватило мудрости. Россия делала очень заманчивые предложения, чтобы перекупить. Кого-то, может быть, в прямом смысле купить, кого-то запугать, шантажировать и так далее. И нам не хватило политической мудрости, политической зрелости. Людей уровня Джохара Дудаева после его гибели во власти не оказалось. И если бы нам после Первой войны в достаточной мере показали, видите, опять же, надо понимать, надо не винить. Запад, знаете как, Запад делает дела с теми, с кем ему комфортно делать, кому удобно делать. Когда Аслан Масхадов полетел в Америку и вернулся и сказал, что Америка в 10 раз опаснее или хуже, чем Россия для нас, может, это был реверанс в сторону России, что давайте вы меня там поддержите, помогите там и так далее. Он, наверное, как-то политически он думал. Может быть, я не знаю. Факт остается фактом. Гуманитарная помощь в виде зерна, которое нам должны были отгрузить там сколько-то там через Москву, конечно же, эта партия была остановлена гуманитарно. Там часть отгруженная нам отправили, все, а дальше уже стоп был. У нас было много людей в Америке, кто нам пытался помочь. И есть, например, такой же пропагандист Удугов, который рассказывает, есть видео в Ютубе, в передаче «Взгляд» у Любимого, по-моему. Он говорит, что вот я могу сейчас ошибиться точно, но приблизительно он говорит, что Чечня будет форпостом, защитой России на Кавказе там и так далее, и так далее. Зачем? Опять же, я могу сейчас уже задним умом, как говорится, сейчас делать какие-то выводы. Может, тогда они находились в таком положении, вынуждены были как-то действовать, чтобы Россия
нас признала, как-то с нами заключила договор, потому что если бы Запад, Америка просто нас признали, все, мы признаем это государство, устанавливаем с ними дипломатические отношения. Все. На этом вопрос был бы исчерпан. Но все кривлялись, старались там понравиться России, выторговать нефть, газ, какие-то условия и так далее. Вот сегодня мы получили то, что получили. Сейчас уже там принимаются Сенатом законы, принимаются там, поставляется оружие, готовится к супер там войне, накачивается оружием и деньгами Украина. Не знаю, может это какая-нибудь такая хитрая партия, да, что заманить Путина в эту Украину, потом начать его дербанить там. Может это так. Потом думаешь, может это конспирология все. Ну как в это все поверить, не имея достаточных оснований. С другой стороны, может быть, Путин является их человеком. Ведь Путин тоже появился странным образом. Тони Блэр его поддержал, прилетел после взрыва в 1999 году. О чем Дэвид Саттер говорит, что американские спецслужбы знали, кто взрывал эти дома. Что там не все чисто, по крайней мере. Он не получил от них ответ. Но они были в курсе, кто стоял за взрывами в 1999 году, которые послужили казусом Белли против Чеченской Республики, начать войну против Чеченской Республики Ичкерия. Вот эти игры, вот разные вещи, плюс еще кроме каких-то хитрых игр есть абсолютная глупость, алчность, эгоизм разных людей, которые сейчас продолжают то же самое, пытаются как-то повлиять на происходящее в свою пользу, не в пользу своего народа, не в пользу кого-либо. Только вот лично себя люди интересуют. Это тоже фактор нужно учитывать. Да? Коррупция. Например, я могу сказать, что люди, которые по большей части, не все, конечно, которые находятся здесь, в Европе, со стороны Чеченской Республики Ичкерия, они из Чеченской Республики Ичкерия сделали ООО Чеченская Республика Ичкерия. Они зарабатывают деньги. И любой вопрос, который касается любой темы, которую нужно сделать, всегда упирается, а где можно тут подзаработать. Сейчас, конечно, на Ичкерии очень трудно подзаработать, хотя разные гранты, фонды, что-то где-то как-то что-то выделяется, говорят. Я, правда, не видел этих денег. Но, говорят, выделяются кое-какие кому-то как-то. Вот я думаю, что мы бы видели бы другой мир вообще. Было бы все по-другому. Но, видимо, в мире этому никому не надо. В мире действуют разные группы, разные корпорации. А давайте я вам покажу одно видео, о котором очень хорошо говорит Сотник. Тоже сегодня буквально смотрел. Как YouTube и Google, американские, вот давайте подумаем, вот мы говорим, Америка там такая, Запад такой. Ну, в этой Америке много разных мнений. Не только политических мнений, но еще и разных финансовых, разных корпораций, групп там, не знаю. И вот мой канал, вот просто так для примера, да, много раз я об этом говорил у себя в эфире, я говорю правду. Я говорю ту правду, которая нужна всем. И в Украине она нужна, и в Германии она нужна. И, конечно же, она нужна Соединенным Штатам. И вместо того, чтобы поддерживать таких людей, как я, или так, как Александр Сотник, Google, Facebook банят. Вот меня забанили в Фейсбуке. Мне там, насколько, на 30 дней, по-моему, нельзя в группах. Какая сейчас у них новая. Раньше банили полностью, сейчас в группах мне нельзя что-то постить там и так далее.
Только из-за того, что я выложил видео, которое есть у меня на ютубе Джохара Дудаева, когда там в мой адрес был нехороший выпад, я просто выложил это видео Дудаева, и все. Больше без комментариев, без чего-либо. И все, меня забанили там на 30 дней постить в каких-то там группах, по-моему. И мой канал на территории России запрещен. Google и YouTube, ему плевать на правду. Им нужны бабки, им нужны только деньги. Им остальное больше ничего не интересно. А другие товарищи, которые реально наносят вред и являются врагами Соединенных Штатов Америки, которые ненавидят Соединенные Штаты Америки, и у них все нормально. Их никто не запрещает, у них все отлично. Возьмем того же депутата Федорова, допустим, который бред абсолютно антиамериканский, просто фашизм несет там. Призывает там 20 миллионов, 8 миллионов украинцев убить. Для того, чтобы сделать как в Чечне, чтобы выходили люди на митинги и так далее. Вот такие вещи. Ну, давайте покажу это видео вам, где Сотник рассказывает о себе, но это и про меня тоже он говорит. Так, внимание. Администрации была сформирована группа по противодействию именно журналисту Александру Сотнику, как источнику наиболее болезненной информации для Кремля. Финансировать такую группу поручено олигарху Олегу Дерипаске, о деятельности которого, кстати, на этой неделе на Сотник ТВ вышла программа «Инсайт». Все эти неприятности, обрушившиеся на наш запасной канал, мы также связываем с обострением информационной войны в преддверии вторжения Путина в Украину. Голос правды должен быть максимально заглушен. Мы ответственно заявляем, что за максимальные успехи путинской пропаганды ответственность несут и американские корпорации, выступающие в информационной войне в коллаборации с Кремлем. Google и Facebook, наиболее жадные до денег, откровенно помогают фашистским пропагандистам и провокаторам доминировать в информационном поле. Иначе как объяснить, что всяким Соловьевым и Скобеевым, Шейниным и Соловьям дается режим наибольшего благоприятствования, в то время как каналы Александра Сотника уводятся в теневой бан и подвергаются жалобам бесконечных ботов, а материалы методично маркируются меткой 18+. Это абсурд, но именно американские платформы, которые якобы испытывают давление Роскомнадзора, а на самом деле играют роль слуги двух господ, являются соучастниками масштабного преступления, которое готовится Кремлем в отношении всего человечества, грядущей мировой войны. Вот то же самое я могу сказать и о себе, то, что происходит с моим каналом, и вроде бы должно быть, да, наоборот, вроде должны все понять, хотя и есть люди, которые понимают меня и поддерживают меня, и отдельно этим людям благодарность, но вот то, что происходит, запрещенный канал на территории фашистской России, хотя это знак качества, если на территории фашистской России мой канал запрещен, это я считаю, что мне дали медаль. И это очень приятно на самом деле. Ладно, давайте почитаем ваши комментарии. Секрет Рубер, Аслан, твой канал запрещен, потому что ты говоришь горькую и великую правду. Спасибо, Секрет. Да, я стараюсь говорить правду. Так, Аслан говорил о них, но не в той форме, что им навредило бы, а наоборот, типа они подружки, так что сколько Аслан не говори, это им не навредит. Google и YouTube принадлежит на 30% Сергею Брину, бывшему россиянину, который сказал, что Россия это Нигерия в снегах. Муслим Гулбаев упрятал много чеченцев на большие сроки.
многих ломали, поубивали за стен. Так что преступлений на нем достаточно. Да и вообще, возможно, это все спектакль. Адудовлетук это говорит. Это, ну, не Муслим, а Сайда есть такой, их отец. Сайда. Может быть, это спектакль. Но может быть, это на самом деле так, потому что надо понимать, что реально есть силы, которые хотят сместить Кадырова. И может какая-нибудь инсценировка, мы можем думать, она тоже имеет место, инсценировка, когда нужно, они могут и договориться и так далее. Но мы знаем, что было убийство братьев Ямадаевых. Факт. А это уже не может быть там шуточным или там постановочным. Ну и так далее. Есть много разных силовых структур, в которых Кадыров задвинул всех. И, как я вам говорил ранее, у них такая тема, что кадыровцы это вчерашние боевики, как они их называют. И власть у Дудаева, у свободных чеченцев хотели забрать под русские типа Алу Алханова, Завгаева, там, и Хасбулатова и так далее. Но прошло определенное время, они не справились со своей задачей, пришлось России в это ввязаться, России, русским солдатам, как говорится, проливать свою кровь для того, чтобы Путину там с Патрушевым хорошо жилось. И чеченцы, которые были в сопротивлении и перешли на сторону русских, те же Ямадаевы, хотя, может быть, они были изначально, но сам факт, то, что они находились сопротивление, потом перешли на сторону русских и фактически выполняли роль палачей именно вот эти головорезы, да, Ямадаевские, Мадаевские и так далее. Но самые успешные из них были кадыровские, Кадыров Ахмад, который вместе с Ямадаевыми был, потом на дороге разошлись там и так далее. И я еще до сих пор придерживаюсь, хотя, конечно, я не отрицаю версию, что Кадырова Ахмада взорвал Путин, но я считаю, что это мог сделать и не Путин. Например, Патрушев или Рош, да, который возглавлял Патрушев в Чеченской Республике. И сейчас это действует, это есть, эта вся система Рош, она существует, есть люди, которых Рош вывозил, в том числе за границу, и в том числе и в Сирию, и еще куда-то отправлял. И эти товарищи тоже есть, да, у них есть сила, у них есть агентура, но у них нет власти. Вся власть находится у Кадырова. Кадыров ее отпускать не собирается. И судьи, федеральные судьи, вообще судьи, они подчиняются Москве. Назначаются они по утверждению за подписью президента. Но вот Сайда Янгулбаев был по какой-то причине изгнан. Потому что, наверное, не хотел делать все, что делает Кадыров, говорит. Подчиняться Кадырову. И я считаю, что у них есть основания быть недовольными. Вот, Кадыровым, их властью. Они русские, они потом есть этот комитет против пыток, да, название какое? КПП. Контрольно-пропускной пункт. Комитет против пыток. Очень хорошее, да, особенно для чеченцев КПП это такое хорошее название, да. Не секрет, что комитет против пыток, который получал гранты из Запада, поддерживался российскими силовыми структурами, вероятно, и всячески пытались они как-то собирать информацию. Но при всем при этом можно сказать, что комитет против пыток много хорошего сделал и так далее. И да, реально какая-то работа за ним велась, потому что гранты нужно отрабатывать, показывать все это. Но при всем при этом почему-то комитет против пыток упускал такие моменты, как массовое убийство, массовые казни. Да, про ЛГБТ они вспоминали, про еще какие-то новые газеты вспоминала. А вот про убийство парней около 100 человек, приблизительно 100 человек было казнено в 2017 году. И потом много разных было таких провокаций, которые устраивали российские террористы и их пособники против нашего народа.
Вот эти люди были долгое время находились в Чечне, и их потом только вытурили. Тоже таким аккуратным способом, ну, более-менее относительно аккуратным способом, который вообще может применять ФСБ и Кадыров по отношению к своим оппонентам. И вот Нижний Новгород, Янгулбаевы, КПП, там они работают в одном этом, ну, какая-то связь между ними прослеживается, что они вместе. Потом они вместе приезжают сюда, в Европу, начинают, один их сын приезжает сюда, начинает вести и такую религиозную риторику. Глаза у него, если вы видели, которые он делал видео, у меня претензии только поэтому были, что он, представляясь ичкерийцем, чеченцем, говорит, что он против Кадырова и так далее. И все претензии у меня ко всем остальным были только связаны, что только лишь про Кадырова говорят. И если вы россияне, скажите, мы россияне. Ничего же нет, вы же россияне, вы же и так россияне. Чего вам стесняться? Скажите, мы россияне, мы хотим, чтобы у заключенного чеченского народа в тюрьме России, да, в тюрьме народов, мы хотим им лучшие условия содержания, мы хотим. Пожалуйста, я же против, ничего не буду говорить. Пожалуйста, маркировка иностранный агент. Представьте, что вы российский агент или российский гражданин, что вы выступаете за то, чтобы в тюрьме народов, чеченскому народу предоставили нового надзирателя или там начальник тюрьмы Путин, а надзиратель там по отдельной камере чеченской Кадыров. Что мы хотим, чтобы этого Кадырова убрали, там прислали Алу Алханова. Ну скажите прямо, что народ дурить-то? Потом за этот брат их не замазывает глаза, там такой весь религиозный и так далее. Но при этом постоянно кадыровцев называют гамадыровцы. Ну зачем это говорить? Если ты такой весь религиозный, адат название, да, наш адат, там все такое. Ну зачем это делать? Потом на меня возводится напрасно, что я там, ложь на меня возводит страшной силой, и эти, и те, и другие возводят. А все из-за чего? Из-за того, что я им не даю зарабатывать нормально деньги, не даю нормально дурить людей, притворяясь там какими-то религиозными деятелями. Сейчас в Страсбурге они выступают, и там собралось там 100 человек максимум. 400 человек. Это говорит о том, что им не поддерживают люди, понимаете? Да, они могут во все группы раскидывать, они могут как угодно всячески раскручивать свои каналы, платить деньги, чтобы раскручивались их каналы, там, привлекать из разных фондов деньги, да, делать очень там грамотно, да, набирать грамотных людей, делать свою работу. Да, это все возможно. Но народ не пойдет, за фальшью народ не идет. И сейчас в Страсбурге, когда был этот митинг, на который меня и моего близкого друга очень сильно хотели заманить, уговаривали прийти, да, моего друга, например, очень сильно, потому что нужно, чтобы показать, что вот он с ними там где-то как-то засветился. И там открытую они говорят, что мы там будем наказывать кадыровцев, там фактически призывают избивать кадыровцев. И я уверен, скоро будут избивать, как они в Турции какого-то там побили кадыровца. С одной стороны, я против, чтобы нарушался закон. С другой стороны, кадыровцы уже так всех достали, что ни один человек, который будет против того, чтобы их наказывали, не может казаться своим, да, среди чеченского общества. Потому что весь мир наблюдает, как наших родственников берут, как нас здесь депортируют, как там еще много что там пытаются делать. Это с одной стороны. А есть другая сторона, о которой я говорю. В каждом государстве Европы есть российское посольство. Нашего брата Зелимхана Хангашвили, который с оружием в руках, рядом с Асланом Масхадовым, да, есть там наследники там престола здесь разные, которые там очень сильно бьются там. Вот убили Зелимхана Хангашвили. Из посольства это все руководствовалось.
без сомнений, любое посольство Российской Федерации на территории Европейского Союза в каждой стране является агентурным гнездом вот этих гибнюшникам, мини-гибнюшникам, которые курируют все преступления от кражи велосипеда, мы узнали по Страсбургу, до продажи наркотиками, в том числе здесь в Германии и везде по всему миру, до убийств, да, и так далее, и так далее. Почему вы не говорите о том, что надо с русскими как-то решать? Вот меня, вот весь наш сыр-бор из-за чего, вот вся суть всего этого, почему вы, притворяясь прочеченскими, еще ярыми мусульманами, да радикалами прикидываясь, доводя людей, почему вы никогда не говорите про русских? Почему вы не говорите про ФСБ, про взрывы домов? А? Ваш уровень, Кадыров, я говорю, хорошо, будьте тогда вперед. Мне жаль тех ребят, которых они обманывают. Мне жаль ребят, которые сейчас завтра пойдут, побьют каких-нибудь кадыровцев из-за того, что там Минкайла Мализаева, там жену, там мать там фотографировали, что-то там непристойно они вели. Но Минкайл Мализаев тоже непристойный, очень непристойные вещи говорит. Это не значит, что те могут. Минкайл Мализаев там на антидепрессантах сидит, его можно было вообще не замечать. Но это там дома, вот этот Кадыров, это их уровень просто, они показывают. Сейчас мюльш другой цель, отсумат. Вот с этой бутылкой, то, что был случай и так далее. Это все понятно. Мне непонятно, здесь мы находимся. И в каждом государстве есть посольство. И никто не говорит про Россию, про русских. Вы сами вообще дружите с головой. Вы понимаете, что вы делаете. Я не говорю вот этих первых, которые там заводилы, да, провокаторы. Я не про них говорю. Я вот те, кто поддерживает их. Слава Богу, мы увидели, что как они не звали, все собрались. Пришло там 100 человек всего лишь. Хотя звали всех просто. И правительство туда пришло, и уже и правительство с ними заодно, так называемое правительство Ахмеда Закаева. Это они все уже заодно там получают. Ну, я рад, что они объединились, рад, что у них теперь общее дело, что они теперь уже, ну, хоть, знаете, сейчас у меня возникает мысль, а не было ли это специально сделано так, как позиция, оппозиция, там наезд на Закаева, Закаев там что-то там как-то, и там такая раскрутка и Западу показать, что есть какие-то радикальные чеченцы в лице там разных там этих каратистов, и есть там другие, которые там за демократию, это молодежь, вот они сейчас бьются, и тут нехорошим образом я тут вмешался из своей неосведомленностью разрушил все планы. Очень жаль. Тут милает, говорят немцы, тут милает. Так что вот думать надо над всем этим. Я понимаю, что, конечно, где-то что это очень плохо. Сейчас я. Вот такие вот дела. По поводу вот забрали, там женщину забрали. Не знаю, какое отношение вообще мать женщина имеет отношение к этому. Не знаю, для чего это делается. Может, как ты говоришь, Аду, это может делаться для пиара, раскрутки вот этих людей. Может, у них там сейчас проблемы с позитивом не дают, может быть, еще с чем связано. Но с то, что вот этот один из сыновей, вот этот Янгулбаев, заплакал в прямом эфире, я верю, что на самом деле там очень нехорошо эти поступают. Может быть, все что угодно может быть, но то, что грязня между ними есть, вражда есть, вот это факт. Это я, ну, как бы больше склонен верить, что есть этот момент.
Но это не делает нам хорошо. Это люди делают бабки, делают свои дела. Забирать женщину, мать, инвалидную, она у нее сахарный диабет, это не делает чести никому просто. Ну, конечно, Кадыров и вот эта банда давно уже перешла все эти рамки, все эти границы. И много что они делали. И штаны снимали, и на бутылку сажали, или он сам сел. По-моему, я так и не понял, что там было. По-моему, он за деньги сам, может быть, даже согласился все это дело сделать. Короче говоря, вот такие вот дела. Этого человека как бы посадили на бутылку за то, что он модерировал Адат, Рус Адат, как я его называю, чтобы не путать с нашим Адатом. А вот этого брата одного из этих забрали только компьютер. Тоже странно. Но сейчас мать забрали, видимо, будут сейчас оказывать моральное, психологическое давление на эти. Ну, конечно, это правовой беспредел. Но, опять же, если Сайда Янглубаев судил много людей, то ничего удивительного, что полицейские приехали и забрали человека. Конечно, это женщина, это мать, этого не надо делать. И мы знаем, кто забрал, это не простая полиция. Простой полиции нет. В России есть только садисты. Не надо выделять отдельно оккупированную Чеченскую республику. Все садисты. Мы знаем, что творила полиция Казани. Мы знаем, что творила полиция Москвы. Много чего есть рассказать. Мы знаем, что творила банда ФСБ в Тюмени, занималась массовым убийством и так далее, и так далее. Все это все известно. Вот так вот. Давайте сейчас почитаем ваши комментарии чуть-чуть и все, закончим наш стрим. Давно не виделись. Ты слишком все усложняешь, Аслан. У людей девиз: мы не знаем, куда идем, и мы не знаем, что хотим. Батиля стоит за всем этим дебилизмом. Я пытаюсь разобраться, Ибрагим Никарго, я пытаюсь разобраться и как-то свести вот эту, свести логическую цепочку хочу. Так, Сергей Неаполитанский. Аслан, что такое ЦГВ? Сергей, расшифруй, что такое ЦГВ. Раз я не знаю, значит я не служил. Ну ты мне скажи, что это такое. Горе тому народу, который воспитывает глупые юнцы, а управляют им презренные. Это не сулит ничего хорошего, должно быть грозным признаком для любого народа. Аслан, ты есть свет наш, прекрасное свободное будущее. Кто бы что бы ни говорил. Баркал. Путин стал общепризнанным мировым исчадием ада. Его сторонники квалифицируются в качестве безмозглого и безнравственного злодея. Да, именно так. Они такими и являются. Так, Лас Самурай. Аслан, не понял. Ты говоришь, что за деньги мог сесть на бутылку? Не хочу сейчас обсуждать эту тему, но у меня есть такие подозрения, что просто человека взяли, если предложили что-то, сказали, давай, не хочешь пострадать там и так далее, и так далее. Там непонятная история была, непонятная. И они, мне кажется, сами пожалели, что они вот эту тему запустили. Им нужно было как-то опустить вот этот адат, Рус Адат. И вот они так делали. Но это произвело обратный эффект на самом деле. И я не знаю, насильно это было сделано или нет, но судя по тому, как он после говорил и так далее, не было похоже, что человек там очень сильно как-то... Хотя, как говорится, Аллаху алам, Богу лучше известно. Так, Ичкерия XXX. Ассаламу алейкум, Аслан, всем так. Видел, да, как женщин забрали эти твари. Так, это не сюда.
Центральная группа войск. Центральная группа войск. Что значит центральная группа войск? Чья центральная группа? Ну, и я в российской армии не служил вообще. Я даже, у меня на втором курсе, или на первом курсе, по-моему, на втором, нам предложили военную кафедру. Я написал, что я в оккупационной армии, агрессивной армии, служить не намерен и не собираюсь. И отказался. Мне сказали, что после того, как ты окончишь университет, ну там нужно было сборы проходить и так далее. И после этого я получал, по-моему, младшего лейтенанта, что ли, лейтенанта после университета. Должен был получить. Я отказался. Я написал, нужно было написать причину, почему отказываюсь. Я в оккупационной армии не хочу служить, сказал. И отказался. Потом мне довелось пару дней проработать, пройти практику в прокуратуре. И все, весь мой контакт работы, службы еще на третьем курсе, на втором, вот я забыл, на третьем, по-моему, курсе нужно было пройти практику. И 2 дня, по-моему, я был. Так. Асан, все-таки нужно менять стратегию. Нападем на Китай ночью с востока. Отличная идея, Мождат. Нападаем, Мождат. Центральная группа войск СССР Чехословакии вроде. Нет, не был. Не был. В СССР я тоже не был. Но имеется в виду армию. Какая разница между обычной демократией и российской демократией? Такая же, как между обычным и электрическим стулом. Ибрагим Никархо. Дочь ингулбаевцев говорит, что это все чеченский режим бандитский. А я, дурак, все это время почему-то думал, что режим оккупированной Чечни является российским. И все их методы русские, бутылки в том числе. Ибрагим Никархо. Да, я начал смотреть и не досмотрел. Не досмотрел. Кто-то меня отвлек. Ну, на самом деле их понять можно, сейчас они могут что угодно там наговорить, они взволнованы и так далее, но то, что делают их, да и гамбок бигшмабате, но при всем при этом, то, что они делают ради денег. А ради денег, чтобы страдали родственники, мне кажется, это они хотели выехать, может сейчас они выйдут, сейчас их кадыровцы задержали, отпустят маму, да, мула, с ней ничего не случится, но они выйдут, я думаю, им начнут полный рост уже тогда бороться. Так, давайте тогда на этом наш стрим мы закончим. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Послезавтра, да, постараюсь, послезавтра, в воскресенье, стрим будет на чеченском языке, и потом в понедельник, как обычно, мы восстанавливаемся в нашем режиме, и да, будем в полном режиме дальше работать. И все будет Ичкерия. Всего самого хорошего, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Ассаламу алейкум, адикюэль маш ойль. До свидания.